Здравствуй, родная моя. Это проект Национальной библиотеки Коми, который выиграл конкурс Росмолодежи. Теперь благодаря гранту здесь будет создан цифровой архив писем фронтового врача, нашего земляка Ивана Чебанова. Волонтеры переведут рукописные тексты в печатный вид, запишут аудио и видеоролики с отрывками из писем. О том, как ценный семейный архив попал в руки сотрудников Национальной библиотеки, расскажет Дарья Вологжанина. Здравствуйте, родные Ольга и дочка. Самое главное, пока я жив. Сегодня побывал под 2 бомбежками. Некоторые из коллег ранены, жертв не было. И так почти каждый день. Это строки одного из 264 фронтовых писем Ивана Ивановича Чебанова своей жене и дочерям. В то страшное время они были как глоток свежего воздуха, ответ на самый важный и сокровенный вопрос – жив ли? Супруга Ольга Степановна бережно хранила весточки с фронта всю жизнь. Сейчас семейная реликвия перешла к внуку Андрею Якимову, который в свою очередь поделился архивом с Национальной библиотекой. Тема Великой Отечественной войны – это вроде как такие битвы, то есть как мы ее рассматриваем, это какие-то вот битвы, боевые сражения, солдаты в окопах. А вот эти письма – это возможность взглянуть на тему Великой Отечественной войны с другой стороны, через призму обычного человека. В данном случае в рамках нашего проекта мы смотрим даже не просто с точки зрения бойца, а с точки зрения человека, который воевал на фронте не с оружием в руках, а его оружием был скальпель. Это человек, который спасал жизни, который работал военным врачом в госпитале. Что интересно, первые строки письма написаны чернилами, после – карандашом. Видимо, раненого привозили, нужно было оперировать, поэтому приходилось откладывать написание письма домой. 12:45, 0 часов 30 минут. Я снова дежурный. Ну, бабушка вот понимала, а я нет. Я вообще эти самые письма только увидел у мамы. Уже бабушка особо ничего даже не показывала. Все это у нее бы лежало, и все. Пожелтевшие от старости письма разобрать нелегко, почерк медицинский. Иван Иванович Чебанов – хирург. По распределению попал в Коми-край после окончания Воронежского медуниверситета. В Визинге молодой хирург познакомился с врачом-акушером Ольгой Степановой, которая стала его женой и родила 2 дочерей. Счастливую семейную жизнь прервала война. В декабре 41-го Ивана Чебанова призвали на фронт. Попал в знаменитую 28-ю Невельскую дивизию. Вот на фронте вот его фотография. Он был ведущим хирургом Невельской дивизии в звании подполковника. О боевых действиях, тяготах и заботах фронтовой жизни не писал. В письмах только о бытии и житейских заботах. Просит Олег, так называл жену, прислать шерстяные варежки и телогрейку, книгу «Военно-полевая хирургия» и отказывается от сахара. Дочуркам он нужнее. Про войну нигде ни слова не было, что я читал, не помню. Про госпиталь там кое-что писал, там какие люди окружают его, с кем он там работает. Там вот была одна женщина, она из Сыктывкара сама. Ну, Невельская дивизия, это Сыктывкарская, Коми наша, да. Вот, она писала, что Иван Иванович всегда ходил поверх халата, у него была кобура с пистолетом ТТ, и при каждом случае это неповиновение, его, говорит, боялись больше, чем артналета, самолетов, там очень строгий был там. Операция не должна была прерываться даже, ну, ни при каком случае. С фронта вернулся в 47-м, сразу приступил к работе в Визинской больнице. Через 2 года у Ивана Ивановича и Ольги Степановны родился 3-й ребенок, сын Сергей, а после переезд в Сыктывкар. Стал работать хирургом в республиканской больнице. Любил природу, главным увлечением была охота. Дед ездил на лодке, всегда у него была еще в 60-е годы катер такой маленький, потому что тогда в те времена машин-то практически не было никого, а против мотоциклов он был категорично. Когда-то я у него попросил купить мотоцикл, он меня привел в свои палаты и пошел так по рядам. Вот мотоциклист, вот мотоциклист, вот. Потом мне ключи от лодки дал, сказал, говорит, вот все, на этом тема закрыта. О войне не вспоминал, впрочем, как и все фронтовики. Жил сегодняшним днем, воспитывал внуков и правнуков. Очень спокойным, никогда не ругался. Очень таким был, ну, нормальный был, как обычно мужчина. До войны он вообще не пил, не курил. После войны пришел, как бы курить стал. А потом бросил тоже и не курил. Ну, ты как-то вспоминала? А? Вспоминала о войне? Нет, никогда.
Никогда ничего не рассказывал, я сколько его не просил, всегда переводил тему и никогда не рассказывал об этом. Ни разу. Трудился медик-фронтовик до последнего дня жизни. Оперировал сам и консультировал врачей. На его похороны в августе 1974 года пришли сотни сыктывкарцев. Те, с кем дружил, и те, кому помогал. Награды, ордена и медали уже хранятся в Национальном музее Коми. Внук фронтовика Андрей Якимов хочет туда передать и главную семейную реликвию – фронтовые письма. Дарья Волокжанина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.